Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Ваше время пришло. Что скоро решится, что в жизни вашей случится. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой непродолжительный срок. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, отсыпочка у нас готова. Пожалуйста, не забывайте, что это общая отсыпка. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. Смотрите, здесь пришло время для кого-то соединиться, объединиться, сойтись. Да, возможно, вы долго встречаетесь, либо вы долго общаетесь, допустим, в интернете, познакомились и общаетесь. Пришло время вам соединиться, сойтись и стать парой. Но кому-то пришло время действительно пойти и подать документы в ЗАГС. В общем, как бы там ни обстояло дело, как бы ни обстояла ситуация, вижу, что соединение, объединение ваше в пару, оно неизбежно. Ну и также, возможно, вот буквально в тот срок, который вы загадали, вы успеете не только познакомиться с будущим партнером, но и сойтись, да, и стать действительно парой. Для мужчин и для женщин это предсказание идет абсолютно одинаково. Два человека сходятся, два человека объединяются и начинают новый совместный путь, за руки держатся и друг друга как будто бы прорастают. И это говорит о том, что вам вместе будет невероятно хорошо, невероятно комфортно. Дальше. Пришло время вам от каких-то преград избавиться. И есть преграды, и я так понимаю, что эти преграды, они внутренние. То есть это внутренние какие-то ваши барьеры, либо комплексы, либо зажимы. И пришло время избавиться. На кону большой куш. Тот, кто смелый, тот, кто сможет преодолеть свою врожденную там стеснительность, либо, может быть, воспитанные в вас какие-то комплексы, вы можете сорвать большой куш. Здесь какое-то как предложение, но предложение для решительных и смелых, предложение для тех, кто в себе верит, кто в себя верит. И предложение очень крутое, прям маячит на горизонте. Я так понимаю, что вы давно ждали таких предложений, либо мечтали о таких предложениях. Буквально вот-вот вы это получите. Но здесь нужно будет действительно над собой сделать усилия. Ну да, потому что внутренние сомнения, внутренние переживания, особенно у людей тонких, мнительных, оно ведь прям очень-очень жжет. Мои хорошие, бояться вам нечего. Если вы за этот шанс, за это предложение хватаетесь, то срываете большой куш. Если вы в силу, опять же, каких-то обстоятельств не сможете преодолеть свой страх, либо не сможете решиться на то, чтобы воспользоваться этим предложением, то следующее предложение вам придется долго ждать. Но это так, предупреждение идет. Проморгаете, пожалеете, да, долго придется нового ждать. Но а сейчас прям само в руки идет, понимаете? Только нужно решиться, только нужно руку протянуть и схватиться. И все, и все. И жизнь ваша стремительно поменяется к лучшему. Ну, представляете, что такое большой куш? Это больше, чем приз, это больше, чем выигрыш. Это, знаете, как получить все и сразу. Да. Будьте посмелее и уже сейчас начинайте работать над верой в себя, над излишней скромностью и над неуверенностью в себе. Может быть, какие-то упражнения поделайте, либо посмотрите каких-то коучей, наставников, психологов. Возможно, это вам поможет. Ну и опять же, самоубеждение тоже классно работает.
Вы можете, вы способны, вы достойны, поэтому это предложение идет к вам. Но единственное, что внутри у вас какие-то барьеры. И он, кстати, не один барьер, здесь несколько. Дальше, мои милые. Пришло время с кем-то справиться. С кем-то, у кого длинный язык и у кого грязные руки. Но обычно так показывают недоброжелателей, так показывают завистников, врагов и конкурентов. Опять же, вы у меня все разные, смотрят меня мужчины и женщины. Пришло время с этим человеком справиться. Вижу, что вы силой обладаете, вижу, что можете за себя постоять, вижу, что вы человек мирный, не конфликтный, может быть, это вас останавливает. И, возможно, ваш недоброжелатель это улавливает как ваша слабость. И поэтому к вам пристает, от вас не отстает. Вот. Попытка вам навредить. Причем попытка очень явная и в наглую мне почему-то еще идет. Да? Когда человек прям совсем расслабился, такой думает, что она мне сделала, либо что он мне сделает. Вот. Здесь буквально одним либо словом, либо ударом вы можете этого врага на место поставить, либо в принципе сбить вот эту всю спесь и себя обезопасить. Да? То есть человек от вас не ждет ответа, не ждет, что вы будете сопротивляться, не ждет, что вы будете себя защищать, отстаивать. И вы просто обязаны это сделать. Не для кого-то, для себя. Вы должны дать отпор. Решающий, мощный отпор. Еще раз говорю, у кого-то достаточно будет и одного слова. Просто вот сказать в лицо, там, отвали, да, либо иди, а то сейчас дам. Вот, и человек от вас отстанет. Как-то вы... Ну, не могу вас, конечно, за это ругать. Да, быть добрым — это нормально, это естественно. Но да, за себя надо стоять. Вот здесь нельзя жалеть. Вас ведь никто не жалеет, и вы не жалеете. Опять же, речь идет о вашей безопасности. Либо о безопасности ваших близких, о семье, о любви, о вашем будущем счастье, да, которое пытаются украсть. Ну, если это какая-то женщина, конкурентка, например, в любви, да, неужели вы готовы делить свою любовь с какой-то женщиной? В общем, нужно брать и нужно себя защищать. Дальше, мои хорошие, показан человек на собаке. Видите, вот она собака, вот он человек на ней сидит. У одних отыграется, что вас ваш друг либо подруга с кем-то скоро познакомит, с кем-то очень классным, важным, нужным, либо тем, кто очень понравится. Да? Опять же, вспоминаем, что вы здесь вы с кем-то сойдетесь. Ну и также у других отыграется, что ваш друг признается вам в своих чувствах. Ну, допустим, вы вместе работаете, либо вы там знакомы чуть ли не со школы. И всегда вы вроде как дружили, да, ничего там не было, никакие искры, мурашки не бегали. И вот тут этот человек такой, а я тебя люблю, а я люблю тебя там всю жизнь, да, только тебя люблю. И вы такая, ничего себе. То есть, получается, друг откроется в чувствах, либо тот, кого вы считаете другом, откроется в чувствах, либо ваш друг, ваша подруга вас с кем-то очень классным познакомит. Ну вот время вам пришло познакомиться, и все так удачненько сойдется, сложится, что вы познакомитесь, да, и вы будете не против, и тот человек будет свободен, сможет, например, там прийти, приехать, и через друга получается знакомство. Либо друг окажется влюбленным в вас, либо подруга окажется влюбленной в вас, если смотрит меня мужчина. Ну, что-то необычное. То, чего вы явно не ждете, но что вам явно понравится. Ну, либо будет приятно. Дальше, мои хорошие, совсем скоро вы какую-то правду узнаете. Вот как пришло вам время все узнать. Узнаете что-то о себе, о своей семье, о своем роде. Что-то важное узнаете. То, что вам поможет, либо то, что станет для вас классной помощью. Какая-то информация, которая долго либо утеряна была, либо в принципе от вас скрывалась. Может быть, что-то о вашем происхождении, что-то о ваших родителях, бабушках, дедушках. Ценная идет мне информация, ценная. Вы должны об этом знать. Вы должны знать, кто вы должны знать, к какому роду вы принадлежите. Вы должны, возможно, знать, что вам что-то положено, либо что-то по праву ваше в таком ключе. Информация, которая вас будет удивлять, информация, которая
не всегда будет укладываться у вас в голове, но тем не менее пришло время, и вы все узнаете. Интересное узнаете, очень интересное. То, о чем никогда не думали и, в принципе, не могли бы предположить. Но вот видите, информация как будто бы из головы выпадает, да, потому что невозможно все это осознать, уложить и освоить. Да. Но это не шок, это скорее какая-то крайняя степень удивления. То есть я могу предположить что угодно, но только не это, да, в таком ключе. И еще, мои хорошие, здесь у меня женщина узнает, что ее молитвы творят чудеса. За кого-то вы молитесь. Видите, как будто бы с собой какого-то человека закрываете. Это ваши молитвы. Молитвы о защите, о помощи, о спасении, об исцелении. Понятно, что вы разные, каждая молится о своем и за своего человечка, родного, любимого, я так понимаю. Вот. Узнаете, что человек чувствовал ваши молитвы, и что ваши молитвы в самые темные дни этому человеку помогали. Действительно исцеляли, либо от беды избавляли. И там, где было, например, какое-то страшное событие, вот тот, за кого вы молились, вот его не коснулось ни зло, ни беда, ни злые люди, ни болезнь, да, все это как мимо прошло. Какой-то разговор у вас с этим человеком состоится, и человек так и скажет, что вот благодаря твоим молитвам вот я живой, здоровый, перед тобой стою. Вы очень удивитесь, почему-то не верите в свою силу и не верите в то, что ваши молитвы до Создателя доходят. А на самом деле оно так и есть. У вас сильное слово. И так бывает только лишь у действительно хороших, добрых и честных людей. Людей, которые и не грешат, и добро творят, и душа у них чистая. Вот. Раз у вас вот и есть такая сила, есть такой дар. И еще, мои хорошие, показано, что вас кто-то начнет очень сильно бояться. Просто так, на ровном месте. Но это только лишь на поверхности. Человек, который, допустим, за вашей спиной какую-то гадость затевает. Человек, который погубить вас хочет, но за вашей спиной. И я так понимаю, что за вас кто-то заступится, и этого человека припугнет. Ну, либо так и скажет, там, обходи 10-й дорогой, иначе плохо тебе будет. И вот этот человек начнет вас бояться и начнет действительно обходить 10-й дорогой. А вы понять не сможете. Вы будете все думать, да, почему так происходит. Вроде как общались, вроде как здоровались. Что с этим человеком случилось? Да, кто-то припугнет этого человека. Какой-то есть у вас тайный заступник, защитник, но пока вы с ним не познакомитесь. А может быть, вы уже понимаете, о ком я говорю. То ли на работе у вас это происходит, то ли в семье. В общем, где-то происходит, и есть тайный защитник, который себя не проявляет, не показывает, но действительно вас защищает. А еще показано, что вы скоро спать хорошо будете. Может быть, у вас проблемы со сном, может быть, у вас бессонница, может быть, вас что-то мучает, там, переживания, например, глубокие, а может быть, что-то болит, да, как раз вот ночью вы это все чувствуете. Может быть, у вас соседи идиоты, которые не дают вам спать. Вот показано, что будете хорошо и сладко спать, хорошо высыпаться, прям с удовольствием ложиться, засыпать и спать, как говорится, как убитый, да. Ну и слава Богу, тут с правой стороны пусть будет. Потому что сон, он очень важен. Во сне человек восстанавливает свои силы и подзаряжает свой мозг. Это очень важно. И еще, мои хорошие, с ребенком что-то у вас решится. Сейчас детский вопрос стоит остро. Здесь либо вопрос отношений, воспитания, либо судьбы вашего ребенка. Да? Вот куда идти учиться, чем заниматься. Может быть, вы даже пытаетесь бороться за своего ребенка, чтобы от каких-то там неприятелей, неприятных компаний, либо чего-то другого избавить. Остро стоит вопрос. Но скоро все решится. Причем решится самым лучшим образом. Здесь кто-то поучаствует. Я вижу еще какого-то человека, который участвует в решении этого вопроса. Все сложится идеальненько с левой стороны, потому что не ждете, скорее всего, либо уже там голову сломали, что делать. Но вот чье-то участие ведет к решению этого вопроса. И все решится самым лучшим образом.
чего бы это ни касалось. Но опять же, это с ребенком связано. Дальше. Признание вижу. Вас признают. Либо в каком-то деле, либо на работе, либо в вашей реализации. Вот ждет вас признание. И признание, оно какое-то вот волне подобное. Знаете, вот волна, она сначала такая маленькая, да, потом она разгоняется и превращается в большую. И у вас такое признание идет. Сначала о вас будут говорить единицы, там пару человек будут вас признавать, а потом все больше и больше, все больше и больше. Вы, главное, не останавливайтесь, делайте, что делали. И поверьте, вы просто вот на гребне этой волны очень классно будете кататься. Волна прям такая гигантская показана. Делайте то, что делаете, не останавливайтесь. Вам быть на гребне волны, на гребне успеха. Это 100%. Так, парус. Парус порвался. Здесь мужчина как будто бы чинит этот парус. Ну, скорее всего, по вине мужчины что-то произошло. Там отношения, например, прекратились. Либо мужчина, например, там вас не поверил, либо вам не поверил. Может быть, мужчина что-то должен был сделать и не сделал. Парус — это вообще сама жизнь. Да? Под парусами ведь и лодка быстрее плывет. Вижу, что мужчина занимается тем, что он ремонтирует этот парус, причем в тайне от вас. Вижу, что именно мужчина бросит все свои силы, все свои усилия на то, чтобы этот парус отремонтировать. А вы будете не против. С любопытством за ним наблюдаете. Кстати, еще по поводу мужчины хочу сказать. Здесь показывают мужчину, который вместо рыбы либо цветов вам как будто бы ножи дарил. Ну, ножи — это плохие грубые слова, это ссоры. Плохо себя вел, плохо относился. То есть в нормальных отношениях мужчина женщине что, цветы дарит, да? Деньги приносит. Ну, добытчик мужчина. Содержит женщину. А ваш, получается, только лишь ножи вам дарил. Острые моменты, споры, ссоры, обзывательства, конфликты. Вижу, что у мужчины в голове как будто бы что-то местами меняется. И мужчина вот эту дурную привычку приносить, дарить вам ножи, он прекратит. Смотрите, вы все разные. У кого-то отыграется, что мужчина был под приворотом, либо под какой-то оморочкой. Возможно, вы это знаете, вы это понимаете, вы с этим боролись, и вы что-то делаете, либо сделали. А у других отыграется, что мужчина, он как будто бы сам понимает, что если дальше так продолжать, то он вас потеряет. Причем потеряет раз и навсегда. А терять он явно вас не хочет. Вот, то есть либо сам поймет, что был неправ, либо действительно он был не в себе, да, и поэтому так к вам относился. Хоть вы уже и слабо в это верите, но вижу, что ножи он больше вам не будет приносить. Теперь он будет приносить вам рыбу, а потом цветы. То есть рыба — это все-таки деньги, то есть денежками вас поощрять, денежками заглаживать свою вину. Но потом уже и романтика, потом уже и все остальное. То есть он у вас не пропащий, он у вас просто был не в себе. Либо по причине магии, либо по причине какой-то внутренней своей конституции, не совсем адекватной. То есть так иногда бывает. Люди меняются. Вот конкретно в вашем случае мужчина действительно поменяется. Поменяется, потому что не хочет вас терять, потому что не может вас потерять. Вы его жизнь. И без вас он просто зачахнет и погибнет. И он это прекрасненько понимает. В самом венце показывают вас в окружении других людей. Людей, похожих на вас, с такими же мыслями, с таким же подходом к жизни. Как будто бы светлые, добрые люди, они вместе встречаются, сходятся, общаются. Вы как будто бы все на одной волне. Но либо это какое-то новое общество, в которое вы будете вхожи, ну, либо какая-то чистка пройдет в обществе людей, в котором вы постоянно вращаетесь. Когда дурных людей вычистят, как сорняки, а хорошие останутся. Вижу, что вам будет очень приятно и очень комфортно. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.